Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья! Это радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Мы отслеживаем самое главное, что происходит на полуострове и что происходит вокруг полуострова. Мы отслеживаем для того, чтобы иметь возможность рассказать вам. Наше радио, как обычно, говорит о том, о чем российские медиа молчат. И я напоминаю, друзья, что вы можете слушать нас на частоте АМ 549, АМ 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Напоминаю, что в Украине перевели часы, поэтому, опять же, 8:35 и 13:10. Кроме того, крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 29 05. Тема, которая нас заинтересовала: а может ли Россия выйти из юрисдикции Международного суда ООН? Что будет, если, например, Международный суд ООН требует от России выполнить какие-то требования, например, устранить дискриминацию с образованием в Крыму на украинском и крымско-татарском языках, а Россия не хочет этого делать? Что будет, если Международный суд ООН требует, например, отменить запрет Меджлиса, а Россия сохраняет действующий на данный момент статус-кво? Вот этот вопрос нас заинтересовал, и о нем мы будем говорить в течение ближайших 20 минут, сразу после небольшого сюжета. 100 слов по теме. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи организации заявил, что в ООН должны отреагировать на невыполнение России решений Международного суда, которые касаются национальных меньшинств в оккупированном Крыму. Ельченко считает, что ООН может найти рычаги давления на Россию и заставить ее выполнять обязательства перед решениями Международного суда. Украина начала производство в Международном суде по применению Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В апреле этого года суд определил в деле временные меры. Перечень мер требует прекратить ограничения для крымско-татарского сообщества по поводу их представительских институтов, в том числе Меджлиса, и обеспечить право граждан Украины изучать украинский язык. В аннексированном России Крыму функционирует одна украинская школа Феодосии и несколько крымско-татарских. До аннексии полуострова украинских школ в Крыму было 7. Изучение украинского языка возможно было и в русскоязычных школах. По данным Крымской правозащитной группы, в аннексированном Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, которые получают образование на украинском языке, а количество классов с украинским языком обучения за 3 года сократилось в 31 раз. 100 слов по теме. Друзья, ну вот опять же, существует такая вот правовая коллизия. С одной стороны, есть требования Международного суда ООН, с другой стороны, есть нежелание России идти навстречу этим решениям, вопреки взятым когда-то на себя обязательствам. Будем разбираться, что из этого может получиться. С нами на связи постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Борис Владимирович, доброе утро, спасибо, что нашли время. Доброго ранку. Да, вот мы помним, как в свое время, как некоторое время назад Международный суд ООН потребовал от России, опять же, устранить дисбалансы, которые начались в Крыму после аннексии полуострова в марте 2014 года. А что-то на полуострове изменилось после того, как Международный суд ООН как раз-таки направил свои требования в Москву? Практично ні. Мова йде про наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня цього року. Він містив 2 вимоги. Перша вимога – це забезпечити навчання українською мовою у відповідно закладах. І друга вимога – це зняти заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Тобто обидві вимоги Росією не виконані. Щодо освіти, відомості про те, що вони не виконані, містяться, зокрема, у звітах тих структур, які моніторять ситуацію в Криму. І щодо Меджлісу кримського рішення окупаційних органів щодо його заборони залишаються, які надавалися членами Меджлісу після схвалення цього наказу до цих окупаційних органів. Тобто по обох позиціях Російська Федерація ухиляється від виконання рішення
проміжного міжнародного суду. І наступному, на жаль, свідчить про те, як вона взагалі буде ставитись до тих рішень, які будуть виноситися з питань окупації та анексії Криму. Щодо тих дій, які можна вживати в цій ситуації, насамперед це фіксація невиконання. Тобто важливо, щоб усі моніторингові структури звертали увагу до фактичного стану справ з освітою на українській мові та українською мовою в Криму. Також важливо тут розвінчувати всілякі фейки, які Росія зараз робить, замість того, щоб виконувати відповідний наказ. Наприклад, ми бачили, що вони там зробили щось на кшталт з'їзду українців в Криму. Тобто це якраз все елементи загальної російської гри у це невиконання. Тобто вони роблять якісь заходи, щоб потім розповідати в Гаазі, як вони нібито захищають права етнічних українців. Тобто утворюються організації, проводяться фейкові заходи. Це слід розвінчувати, доводити, що відповідно це не має ніякого відношення до захисту прав України, етнічних українців. Угу. Борис Владимирович, а есть ли у Международного суда ООН какие-то возможности влиять на Россию и принуждать ее к выполнению, к императивности собственных решений? Україна може звертатися з цього приводу як до Міжнародного суду, так і до Ради безпеки ООН та інших органів ООН. Питання в тому, що поки що пройшло не таке вже і значна кількість часу після цього рішення. І тут нам вже насправді головним є не виконання цього рішення Росією, а подальший розвиток подій в самій справі по суті. Бо справа ще не вирішена ані по суті, ані повністю в питаннях прийнятності тощо. Тому ми маємо чекати наступних засідань, відповідно, в Гаазі. І це дуже важливо насправді. Але з питань невиконання цього рішення Україна зараз вже ініціює, наскільки я знаю, відповідні документи, наприклад, нову резолюцію Генеральної асамблеї щодо прав людини в Криму, яка має бути схвалена на цій сесії Генеральної асамблеї ООН, інші акти подібні політики правові. Тобто тут робота йде. Крім того, цей документ, він, як наказ Міжнародного суду ООН, він має юридично зобов'язальну силу, його можуть використовувати в Криму адвокати у конкретних справах до захисту, відповідно, осіб, які переслідуються російською оккупаційною владою. Борис Владимирович, а на ваш взгляд, как бы могла выглядеть, идеальная для Украины ситуация? Если бы, например, то есть в какой-то момент Международный суд ООН принимает решение по этому делу и в пользу Украины. Если максимально идеальную ситуацию можете нам сконструировать с точки зрения судебного вердикта? Взагалі максимально ідеальна ситуація – це деокупація Криму. Це понятно. Будемо відвертими. Щодо юридичних процесів, ми всі дорослі люди і розуміємо, що Російська Федерація не буде деокуповувати Крим виключно тому, що Міжнародний суд винесе це рішення. Але, як казав президент України Петро Олексійович Порошенко, ми маємо зробити Крим максимально токсичним для Російської Федерації. І ця токсичність, вона в рази підвищується, коли ми маємо рішення судових органів щодо Криму, міжнародних судових органів, невиконання яких, у свою чергу, дозволяє міжнародному співтовариству запроваджувати ще більш жорсткі санкції щодо Російської Федерації. Міжнародна спільнота дуже з великою повагою, особливо це стосується цивілізованих країн, відноситься до рішень міжнародних судів. І тому, коли ці рішення будуть схвалені, і я сподіваюся, вони будуть схвалені, і вони будуть містити відповідно доведені факти порушення конвенції, Російська Федерація відмовиться їх виконувати. Ми маємо далі два, як то кажуть, алгоритми. Перший алгоритм – це суто юридичний, тобто Україна буде і далі порушувати у всіх органах питання невиконання цих рішень, вона буде знову звертатися до Міжнародного суду, далі це вже буде на порядок простіше. Вона буде звертатися до Ради безпеки ООН, до Генасамблеї, до усіх інших структур, вона буде застосовувати ці рішення в національних юрисдикціях третіх країн проти Росії, може вживати ще інших заходів, це юридичний вимір. Політичний вимір ми будемо звертатися щодо всіх цивілізованих країн за умовою посилювати санкції щодо Російської Федерації. І в цій ситуації позиція України буде на порядок більш аргументованою, ніж сьогодні.
Тому ці рішення, які будуть винесені, вони будуть мати не лише юридичну цінність, але й цінність політичну. Тому вони дуже важливі, і у стратегії деокупації Криму вони займають вагоме значення. І саме тому ми бачимо, що Російська Федерація приділяє дуже велику увагу цим процесам, вона бере ефективну участь з тим, щоб не допустити цих рішень. І повірте, тут перспективи не такі вже безхмарні, бо вона також робить все від неї залежне, щоб цих рішень не було. Понятно. Спасибо вам большое, Борис Владимирович. Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму, был на связи со студией радио «Крым Реалии» и рассказывал нам о той логике, которой должна придерживаться Украина в судах против Российской Федерации, особенно если речь идет о Международном суде ООН. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, присоединяется к нашей беседе. Александр, доброе утро, спасибо, что нашли время. Доброе утро. Александр, мы вот как раз говорили о том, что происходит на полуострове по тем направлениям, по которым Украина подала в суд на Россию, а в частности речь идет о, например, сокращении доступа украинских граждан, крымчан, к образованию на украинском и на крымско-татарском языке. Вот есть ли какие-то последние свежие цифры, которые бы иллюстрировали положение дел в этой сфере? Ну, из того, что информация есть, она как минимум ситуация не изменилась. Подавался запрос, был ответ, что ситуация остается прежней. Это министерство, так называемое Министерство образования Крыма. И я думаю, они просто сейчас скрывают данные. Я думаю, по факту ситуация могла даже, возможно, и ухудшиться. Поскольку Россия ничего не делает для того, чтобы как-то улучшить ситуацию с доступом к образованию как украинцев, так и крымских татар. И я думаю, ситуация улучшаться в ближайшее время не будет. Угу. Мы в последнее время, из тех цифр, которые нам удавалось найти, они были следующие, что до аннексии полуострова украинских школ в Крыму было 7, а изучение украинского языка, соответственно, было доступно и в русскоязычных школах, а за последние 4 года количество учеников, которые получают образование на украинском языке, сократилось в 36 раз, в то время как количество классов с украинским языком обучения за 3 года сократилось в 31 раз. Я так понимаю, что когда мы говорим, что цифры не изменились, мы говорим вот об этих цифрах, да? Да, мы говорим о цифрах, которые были на учебный год 2016-2017. Мы сейчас собираем информацию по той, какая сейчас в данный момент ситуация. Это учебный год 2017-2018 года. Но вот и быстрее всего ситуация особо не изменится. Школ новых не добавилось, классов тоже. Поэтому, насколько я знаю, школа та, что одна была в Феодосии, она продолжает действовать, она продолжает обучение на украинском языке. Мы сейчас будем выяснять, насколько это формально и неформально. То есть вот эти моменты больше интересуют. Угу. И опять же вопрос, который возникает очень у многих. А какая вообще технология борьбы с образованием на украинском языке в России? То есть российские власти просто в императивном порядке закрывают, отменяют изучение украинского языка, или они ставят для родителей какие-то новые дополнительные преграды, то есть нужно собрать какое-то количество подписей, чтобы ребенок обучался и так далее. Вот технологически можете описать нам сторону вопроса? Ситуация такая, что в конце каждого учебного года собирается родительское собрание, и у людей просят подать заявление, на каком бы языке ваш ребенок хотел бы учиться в следующем году учебном. То есть, в принципе, большинство людей пишут русский язык. Причем ситуация эта связана с тем, что, во-первых, им идут рекомендации как учителей, так и руководства школы. Плюс в Крыму очень серьезно действует так называемый поиск врага в лице украинца. И люди просто боятся проявлять свою украинскую идентичность и лишний раз настаивает на том, что они хотят, чтобы дети учились на украинском языке, поскольку это может вызвать негатив как со стороны... Они боятся негатива со стороны других окружающих, которые также по этому поводу ничего не высказывают. Они думают, что все вокруг хотят украинский язык, но что я буду выделяться? Это нормальная психологическая реакция. Понятно. Плюс они боятся какой-то реакции со стороны властей по этому поводу. Угу. То есть правильно ли я понимаю, что украинский язык в этом случае в Крыму становится таким маркером лояльности по отношению к Украине и, соответственно, фактором такой публичной небезопасности?
возможный фактор нелояльности к нынешней власти. Поэтому люди больше этого боятся даже. Мгм. Мгм. А опять же, если мы возвращаемся к образованию на крымско-татарском языке, вот существуют ли какие-то, остались ли какие-то островки, лакуны для тех, кто желает, чтобы его ребенок получал образование или изучал, в принципе, крымско-татарский язык? Но, как я смотрел, в принципе, идет процесс сокращения обучения в дальнейшем. И, например, история преподается только на русском языке, разумеется, даже в крымско-татарских школах, школах с крымско-татарским языком обучения очень много часов русского языка и русской литературы. Плюс часть предметов преподается на русском языке, и поэтому говорить о том, что это 100% крымско-татарские школы, то есть тоже проблематично. Плюс недавно была ситуация, когда детский сад открыли, в котором заявлено, что крымско-татарский детский сад, но по факту в этом саду, да, есть эти танцы крымско-татарские, культура. Но преподавание ведется все на русском языке, поэтому говорить о том, что это крымско-татарский детский сад, довольно тяжело, сами понимаете. Мгм. То есть и во многих школах ситуация аналогичная, в принципе, она заявлена как крымско-татарская, но далеко не все уроки ведутся на крымско-татарском языке. Понимаю, понимаю. У нас есть телефонный звонок от слушателя. Алло, доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро. Да-да. Я с Новоалексеевки, Херсонской области, Генического района. Да-да. Я хочу задать вам вопрос. Вот вы говорите за Крым. А вы скажите за Украину. У нас отменен русский язык. Мгм. Как это? 2, значит, в неделю татарских. Это... Да, А международный- вы можете не слушать свое эхо, вы продолжайте задавать вопрос. А международный русский язык отменен. Понятно. Как понять? Я бы хотел обратить ваше внимание, что согласно новому закону об образовании, который существует, дети до 5 класса, они обучаются на языке, который им считают родным. Поэтому все, например, разговоры о дискриминационных положениях украинского закона об образовании, они как минимум не учитывают того факта, что в начальной школе украинские школьники продолжают получать образование на том языке, повторюсь, который они считают родным. Это раз. Только после этого, соответственно, в украинских школах вводится правило, согласно которому предметы должны преподаваться на государственном языке. Вы знаете, я как раз сам из Крыма, и меня, если уж вы вопрос задаете нам, то позвольте мне прокомментировать, то я очень помню отчетливо ситуацию, когда в Крыму выросло несколько поколений людей, которые, в принципе, не знали украинского языка. И в значительной степени, возможно, как раз ситуация с аннексией Крыма стала вполне себе реальной, именно благодаря тому, что многие в Крыму воспринимали свою русскоязычность как право не учить украинский язык. И благодаря как раз-таки всевозможным барьерам, всевозможным каким-то таким искусственным ограничениям создавалась реальность, когда Крым легко было напугать Украиной, потому что крымчане не знали украинского языка, не знали украинской реальности. И от этого рождались все эти мифы про, огромное полчища бандеровцев, которые рвутся через Перекоп для того, чтобы с крымчанами что-то плохое в феврале 2014 года сотворить. Повторюсь, современная Украина, она не воюет с украинским языком. Она дает возможность своим гражданам получить образование на государственном языке, чтобы они затем могли идти на госслужбу, избираться в органы власти и так далее, чтобы они не были дискриминированы просто потому, что какие-то сферы общественной жизни им недоступны из-за того, что они украинского языка не знают. Возможно, мне удалось ответить на ваш вопрос, возможно, нет. Но в любом случае, спасибо за неравнодушие и спасибо, что позвонили. Друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира. Крымчане могут нам звонить по телефону 8 810 06 926. Звонки бесплатные. И со своей стороны гарантируем анонимность. А номер телефона для жителей материковых областей Украины это 044 490 29 05. Мы продолжаем разговор о как раз-таки требованиях
к России, которые прозвучали со стороны Международного суда ООН. И мы говорим с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Александр, то есть вот правильно ли я понимаю, что на данный момент как раз-таки Россия вводит единый, по сути, образовательный стандарт, единый языковой образовательный стандарт, не оглядываясь на требования, в том числе международных инстанций, которые бы, как Международный суд ООН, хотят от нее вот сохранения украинского статус-кво? Разумеется. Я бы хотел тоже добавить небольшой комментарий по поводу вопроса. Да. Украина, в принципе, делает все для того, чтобы жителям Украины было легче в дальнейшем принимать участие в общественной жизни Украины, в том числе получать высшее образование и работать в государственных структурах. Угу. Она это делает на своей территории. Россия делает то же самое для того, чтобы было легче выпускникам школ учиться в российских вузах и работать в российских государственных учреждениях. Но она это делает на территории Украины, на оккупированной территории Украины в Крыму. Мы же не говорим о том, что какая-то есть дискриминация по отношению к украинцам, которые проживают на Кубани, где таких также огромное количество, и которые считают украинский язык своим родным. Мы не поднимаем эти вопросы. Хотя, в принципе, могли бы. Но Крым является территорией Украины, и Россия здесь проводит целенаправленную политику для максимального включения учеников и выпускников в дальнейшем в общественную жизнь России, чтобы они себя ментально считали русскими, а не украинцами, чтобы в дальнейшем было легче удерживать эти территории. Это, кстати, очень важное и ценное замечание. Спасибо, Александр. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Владимир Василенко присоединяется к нам, юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда. Владимир, доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Добрый ранок. Да, вот вы знаете, мы как раз обратили внимание на то, что Россия не выполняет промежуточные требования Международного суда ООН, который требовал от Москвы восстановить образование на украинском и на крымско-татарском языках на территории аннексированного полуострова и восстановить деятельность Меджлиса. А Россия игнорирует эти требования. Какие, во-первых, у Международного суда ООН есть рычаги давления на Россию, и что, условно говоря, чем чревато для России невыполнение вот промежуточных требований Международного суда ООН? Справа в тому, що в статуті Міжнародного суду ООН є положення, відповідно до якого в разі невиконання рішень Міжнародного суду, Міжнародний суд може звернутися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з інформацією про невиконання рішень і з проханням запровадити санкції проти держави, яка не виконує рішення Міжнародного суду. Тобто формально Міжнародний суд може звернутися і очевидно, мав би звернутися до Ради безпеки ООН, незважаючи на те, що Росія має в Раді безпеці, як відомо, право вето, і вона заветує це рішення. Однак, таке ветування Росією рішення Ради безпеки щодо виконання приписів наказу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй про забезпечення освіти в Криму українською мовою, кримськотатарською мовою. Це було б додатковою підставою для запровадження нових санкцій, за ужорсточення санкцій щодо Росії, які сьогодні здійснюють багато членів міжнародного співтовариства, демократичні держави. І єдиний вихід з цієї ситуації – Росія грубо нехтує норми міжнародного права, нехтує статут Організації Об'єднаних Націй, свої зобов'язання, виступає порушником загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, і це дає підстави для застосування санкцій проти Росії. Їх треба застосовувати, українська дипломатія має працювати в тому напрямку, щоб переконати міжнародну спільноту застосовувати проти України проти Росії більш жорсткі санкції, масштабніші санкції. Бачите, Росія не розуміє мову права. Для неї
зрозуміло, є мова сили. І тому тут нема ради. Єдине, що може примусити Росію поводити себе цивілізовано і відновити міжнародний правопорядок, в тому числі територіальну цілісність України, це примус. Не обов'язково західні демократії, звичайно, не обов'язково мають застосовувати збройний примус, оскільки Росія ядерна держава. Але в арсеналі західних демократій, та і України, зокрема, є досить дієві засоби економічні, політичні, дипломатичні, фінансові, які могли би, застосування яких могло би вплинути на поведінку Росії. Понятно. Спасибо вам большое, Владимир Андреевич, за такой исчерпывающий комментарий. Владимир Василенко, юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда, был на связи со студией радио Крым Реалии. Ну, то есть, по сути, получается ситуация. Мы судимся с Россией в Международном суде ООН. Если Россия не выполняет решение этого суда, то суд требует от Совбеза ООН ввести новые санкции, где Россия, будучи членом Совбеза ООН с правом вето, может заблокировать введение против себя, ну и, разумеется, заблокирует введение против себя новых санкций. Но, тем не менее, как говорит Борис Бабин, нужно просто накапливать большую доказательную базу, в том числе с судебными вердиктами, которые потом позволят все-таки Россию додавить. Мы за этим будем следить и обо всех промежуточных результатах вам рассказывать. Берегите себя.